Здравствуйте! Сегодня у нас четвертый урок, и мы с вами продолжаем работать с программой Blender. На прошлом уроке мы узнали, как работать с видами камер. Это горячие клавиши на нампаде 1, 3 и 7. Да? Если вы затрудняетесь в каких-то вопросах, что-то дается плохо, вы всегда можете вернуться к старым записям уроков, пересмотреть их, либо вот когда мы работаем, ставить паузу, да? Ставить паузу и повторять. Итак, у нас есть куб. Давайте удалим лишние объекты, выделяем вот этот вот, удаляем X, delete, здесь то же самое, X английское и delete. Все, мы удалили лишние объекты. Сейчас мы будем работать дальше с нашим кубом. Что мы можем делать с этим кубом? Да? Мы можем моделить из него разные объекты, но на самом деле неудобно моделить, только работая вот с этими тремя инструментами Rotate, Grab, Scale. Мы, например, не можем превратить этот куб, да, один куб в домик или в пирамиду и так далее, да, менять ему форму. Поэтому на самом деле моделирование, 3D-моделирование начинается именно в другом режиме, в режиме Edit Mode. Да? Edit это означает у нас изменение. Да? Мы сейчас в кубе, мы ничего с ним не можем сделать, кроме вот поворачивать, двигать или увеличивать, менять размер куба. Но он остается кубом все-таки, да? Приплюснутым, вытянутым и так далее, но кубом. Итак, чтобы перейти в режим моделирования, скажем так, да, мы опять-таки пользуемся горячими клавишами на клавиатуре, нажимаем цифру, клавиатуру Tab, называется Tab, находится она с левой стороны на вашей клавиатуре. Нажимаем Tab и посмотрите внимательно, у нас абсолютно меняется внешний вид нашего куба, появляются здесь дополнительные инструменты. Это очень важный режим, поэтому давайте внимательно его посмотрим. Вот здесь получается у нас куб. На самом деле он состоит из точек. Смотрите, я выделяю каждую точку куба. Вот здесь. То есть мы в Object моде, давайте еще раз нажмем на Tab, вот в этом режиме мы не имеем доступа к сторонам куба, да, то есть мы не можем что-то здесь менять, а в режиме Edit мода, да, мы имеем доступ к точкам, каждой точки этого куба. Точки эти в Blender, в 3D-моделировании называются вертексы. У нас куб состоит из вертексов. Что мы можем делать с этими вертексами? Мы можем их на самом деле, смотрите, grab, двигать, да? Каждую точку мы можем передвигать. Мы можем передвигать и менять форму куба. Посмотрите внимательно, уже у нас совсем не куб, а что-то уже деформированное, да? Давайте мы вспомним еще горячую клавишу возврата, то есть отмены действий. Ctrl-Z, то есть Ctrl нажимаем, да, и английскую букву Z, да, Z. И мы вернули изначальное состояние куба. Рассказываю дальше, так как у нас vertex это только одна из, точка или vertex это одна из составляющих куба. Дальше у нас идут понятия как сторона, да? То есть когда мы выделяем два соседних вертекса, это уже у нас получается сторона, и он называется в Blender в моделировании Edge. У нас сейчас выделен один Edge. Когда я выделяю через Shift еще одну точку, да, я выделила как бы 3 вертекса, но выделила 2 Edge. То есть вот эта сторона это и вот эта сторона. 2 Edge. А если я выделю вот этот вот 4-й вертекс, у меня получится выделена вот эта вся сторона, то есть не только вот край, да, но и все одно лицо куба. Это так и называется на английском, называется face. Я все время сейчас буду на уроках
именно использовать эти термины, да, то есть вы должны привыкнуть к этим названиям, что точки куба называются вертексы, сторона, да, край вот этот называется edge, а вот, это называется face. Получается у куба сколько фейсов, да, у него 6 фейсов, как вот, если посчитать, то 6 фейсов, 12 сторон и 8 вертексов. Вот. Зачем это нужно знать? Это очень важно, это самая основа 3D-моделирования, потому что мы будем вот работать с этими понятиями. Итак, когда мы берем 4 вертекса, выделяем через Shift, кстати, я не сказала, держим Shift, чтобы выделить сразу несколько точек одновременно. То есть я выделяю одну точку, держу Shift, не отпускаю его и выделяю вот так вот 4 точки, это у нас face. И, допустим, сделаю им scale, да, то есть scale S, и уменьшаю уже внутри, делаю вот такую пирамиду уже, да, и работаю уже с каждым. Давайте нижний face мы тоже вот выделили и проскейлим. Вот увеличили. У нас получилась такая пирамида. Что здесь можно сказать еще? Чтобы было удобно моделить именно вот этими понятиями face, vertex, да, постоянно выделять для того, чтобы работать с фейсом 4 вертекса, это неудобно. Поэтому в блендере есть так называемые режимы выделения этих названий, да, то есть мы сейчас находимся в режиме Edge. Это можно увидеть в левом верхнем углу, да, и есть вот режим Edge и режим, вот, тогда я нажимаю и могу выделять только одну сторону, смотрите, вот так. Либо могу в режим фейсов зайти, вот он, и уже выделяю вот уже по фейсам, да, вот так вот. Вот этот режим также работает через горячие клавиши на клавиатуре. Это у нас цифры, которые расположены над буквами, да, цифры над буквами. Нажимаем единичку, это режим вертексов, двойка, это режим эджей. Обратите внимание, здесь тоже меняется. И троечка, это у нас режим фейсов. Вот. Обязательно сейчас попробуйте у себя повторить то же самое, попробовать сделать вот такую пирамиду, посмотреть, как работают эти 3 режима и что дальше делать, как их дальше моделить. В этом режиме мы пройдем уже на следующем уроке. Спасибо за внимание.